Так, вроде бы получается. Продолжаем прямой эфир о перевале Дятлова. Получилось так, что с 1959 года, когда в Свердловской области погибли при непонятных обстоятельствах 9 студентов Уральского университета, с тех пор перевал Дятлова стал известным вообще по всему миру. Огромное количество видео, документальных фильмов снято, большое количество книг написано. Американцы там в Голливуде сняли про это художественный фильм. Столько всяких гипотез об этом перевале, о том, что там случилось, начиная от того, что якобы эти самые студенты могли перессориться друг с другом и просто-напросто поубивать друг друга, заканчивая там испытаниями крылатых ракет и летающими тарелками. Каких только гипотез не выдвигали в связи с этим. Получилось так, что длительное время вроде бы там ничего не происходило особенного, но вот в сентябре прошлого года снова один человек из Кемерово, который ездил туда на перевал Дятлова в составе группы, он тоже погиб при непонятных, невыясненных обстоятельствах. Как, опять же, следует из источников средств массовой информации, получается так, что за последние десятилетия, 50 там с лишним лет, как минимум 27 человек, говорят, погибло именно на этом перевале или вокруг него. И все они погибли при странных, невыясненных обстоятельствах. В общем, идея, с которой ко мне обратился Айса Килаев, который ко мне пришел с идеей посетить перевал Дятлова, состоит в том, чтобы переночевать именно в том месте, где вот стоял лагерь этих самых дятловцев, для того, чтобы именно прочитать в этом месте Коран. Одна из гипотез, связанных с этим самым, это есть как бы воздействие там потусторонних сил, воздействие джиннов, воздействие бесов каких-то. И вот Айса и его товарищи считают, что там в этом месте идет воздействие нечистой силы, там место, где обитают джинны, и они хотят именно в этом месте провести ночь, читая там Коран, и посмотреть, что будет происходить в связи с этим. Я, в принципе, допускаю, что, наверное, все, что угодно там может произойти. Мне интересно просто побывать в этом месте, и интересно больше в плане экстрима. Хотя, если мулла будет на этом месте читать Коран, то могут произойти самые непредвиденные, самые интересные события. И, конечно, если это будет происходить, то хочется там быть. Вот такая вот ситуация. Отсюда до этого места, если кто-то хочет поехать, мы собираем группу до 9 человек. 10-м у нас будет местный проводник. Хотелось бы 9, там такое число магическое у них, там типа того, у народа Манси. И считается, что если туда пойдут 9 человек, то они обязательно должны погибнуть. Мы, вооруженные Кораном, вооруженные своей верой во Всевышнего, конечно, абсолютно не считаем, что нас там ожидают какие-то опасности.
Поэтому хотим отправиться туда в составе 9 человек. И примерно это произойдет или во второй половине. Планируем поехать в этом году и планируем поехать или во второй половине июля, или в первой половине августа. Это вот наиболее такое время удобное, потому что во второй половине августа там уже очень плохая погода, холод, дожди, там что-то, местные жители говорят, что после середины августа там уже практически делать нечего, очень плохая погода. Ну, конечно, самые экстремальные уже будут ездить потом, зимой, но зиму мы как-то, сибирские морозы мы как-то не очень любим, мы люди южные, как говорится. В общем, такая ситуация. Потом я по ходу буду выкладывать также видео про перевал Дятлова. Пожалуйста, если вам это интересно, пишите в комментариях, присоединяйтесь. Получается так, что в один конец, если ехать на автомобиле, в один конец ехать нужно 2500 километров до Свердловска. От Свердловска нужно ехать еще 450 километров до Ивделя. От Ивделя нужно ехать еще 180 километров до следующего населенного пункта, там куда еще как-то идет. И после этого уже в любом случае, вернее даже не до населенного пункта, а до той точки, куда есть какая-то дорога. И после этого около 30 километров нужно уже идти пешком. Вот последний получается 208 километров от Ивделя идет. Эта дорога идет через тайгу, проселочные дороги, туда едут уже на Уралах. На Уралах нас довезут до этого самого места, где дороги дальше уже нет. И дальше идется идти пешком через тайгу. Идти в один конец 30 километров. Там 1-2 ночи проведем. Посмотрим перевал Дятлова, вокруг, что там происходит, есть ли что-то интересное. Проведем свои эксперименты и вернемся точно таким же маршрутом. 30 километров до оставленного автомобиля Урал, потом 180 километров до Ивделя, потом 450 километров до Свердловска, Екатеринбурга, то есть, и потом уже вернемся или на автомобилях, проехав 2500 километров, или уже на каком-то транспорте, может быть на самолете, может быть на поезде. Вот такая вот ситуация. Будет несколько накладно. В основном, я думаю, что расходы, которые понадобятся после того, как доедем до Свердловска, с человека на все это понадобится, я думаю, где-то около 10 тысяч, если соберется там 9-10 человек. Вот. И может быть чуть меньше, может быть чуть больше. Но надо будет каким-то образом доехать до самого Свердловска. Это, соответственно, нам надо или отсюда поехать на автомобилях, или уже поехать там, на каком-то железнодорожном транспорте, на самолетах полететь, или что-то вроде этого. Вот такая вот ситуация. Я смотрю, когда я заходил просто так в эфир, у меня были десятки людей. Сейчас зашел в эфир по поводу перевала Дятлова, у меня получается за раз там максимум 13-14 человек, сейчас вообще 5 человек. Похоже, мало кому интересен перевал, похоже, мало кому интересно экстремальные путешествия. Вот такая вот ситуация. Сейчас почитаю, к сожалению, комментарии, которые были в первом видео, они уже, к сожалению, не сохранились, потому что видео просто, интернет был слабый и все перезагружалось. Сейчас отвечу на комментарии и уже отключусь. Всем спасибо.
Так, Мадина, эфир приостановлен был. Да, Мадина, эфир был приостановлен. Все, больше никаких этих самых нету. Увы. Ну все, спасибо большое. Всем удачи. До свидания.